2 сентября 2020 года. Так скрепляются гарантии. В присутствии премьера подписано соглашение между Федеральной антимонопольной службой, Министерством промышленности республики, газовыми компаниями. Документ направлен на развитие отрасли. Позволяет включить в тариф те составляющие, которые Федеральная антимонопольная служба иногда не позволяет включать, то есть более ускоренная амортизация, иногда опережающий рост заработной платы. Все эти дополнительные средства идут целевым образом на развитие газовых сетей. Речь в основном о газопроводе высокого давления Елабуга-Нижнекамск, который открыли менее месяца назад. Это 30-километровая ветка, которая была протянута меньше, чем за 1,5 года взамен изношенного газопровода. Теперь по ней будут проходить до 4 миллиардов кубометров газа ежегодно. Вложений более 4 миллиардов рублей. Подписанный контракт создает своего рода подушку безопасности для потребителя. Вложенные инвестиции не обернутся повышенными тарифами для них. Мы достаточно редко подписываем регуляторные контракты только после очень большой проработки. Когда мы четко видим, что эти деньги пойдут не куда-то, а на конкретное развитие сетей. Этот контракт дает газовым компаниям возможность расширять сеть, открывать новые линии, вести экологическую политику, не боясь убытков. Татарстан – 14-й регион, с которым ФАС подписал такой контракт. В пользу республики говорила хорошая репутация. Такое внутреннее содрогание от того, что было много-много лет назад. Очередные решения уже в сфере биржевой торговли в нефтегазовой отрасли сегодня обсуждали и на традиционной научно-практической конференции. Здесь представители нефтегазовой отрасли всей России говорили о том, какие механизмы внедрять в работу. Не все бы должен антимонопольный орган контролировать, потому что бизнес сам себе построит модель недопущения нарушения антимонопольного законодательства. А антимонопольный орган говорит, исправляйся сам. Здесь было замечено, чтобы отрасль развивалась, нужна как работа контролирующих органов, так и самостоятельные решения. Предложили золотую середину. Еще один из перспективных инструментов, так называемый антимонопольный комплаенс, когда сама компания, а не антимонопольная служба, берет на себя все основные риски. Механизм уже широко применяется в России. Будут ли его внедрять в республике, обсуждают сегодня. Здесь обсуждают текущие проблемы отрасли. Например, добычу трудноизвлекаемых запасов, биржевую торговлю на фоне самой громкой темы последних недель – отмены налоговых льгот на добычу сверхвязкой нефти, которые затронет нефтяные компании, в том числе и татарстанские. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.